утро. На телеканале «Россия» продолжают «Вести Чувашия». В студии Дарья Паскарюк. Здравствуйте. На календаре вторник, 28 февраля. Правительство России поддержало первичное звено здравоохранения. Врачей и медсестер поликлиник, муниципальных больниц, службы скорой рублем. С января они получают дополнительные соцвыплаты. В Минздраве не скрывают. С кадрами в регионах, особенно в глубинке, напряженка. Так что дополнительный рубль в карманах врачей и медсестер – повод остаться в профессии на подольше, объяснили свое решение в правительстве. Согласно документу, на самую большую спецвыплату – 18,5 тысяч рублей смогут рассчитывать врачи центральных районных и участковых больниц. Отмечу, что специальная мера поддержки не распространяется на руководителей медучреждений и их заместителей. Более подробно об этой теме, а также сколько медработников Чувашии уже получили деньги на руки, расскажем сегодня в наших информационных выпусках. Не пропустите! В Чувашии прошли командные соревнования по охотничьему биатлону. В Яльчевский округ съехали спортсмены не только нашей республики, но и из Мариэл, Татарстана, Московской и Ульяновской областей. Соревнования приближены к реальной охоте в зимнем лесу. Для победы необходимо было не только быстро бегать на специальных лыжах, но и уметь вести прицельный огонь из охотничьего ружья после физической нагрузки. По правилам, участники первого забега стартуют без собак, а последующих только с четвероногими помощниками. Правда, некоторые скорее мешали спортсменам, а не вели их к победе. Первой на финиш пришла команда из Канаша, второй из Мариэл. Бронза досталась участникам из Яльчевского округа. Сегодня на большие экраны выйдет документальный фильм «139-я стрелковая дивизия. История боевого пути от Волги до Эльбы». Он завершит трилогию о роли жителей Чувашии в Великой Отечественной войне. Кинолента снята силами волонтеров «Победы» и творческой команды «Перфекта» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Свою помощь в съемках оказало правительство Чувашии и Республики Беларусь. Дивизия была сформирована в 1941 году в нашей республике. В ходе наступательных боев ее подразделения освободили свыше 3,5 тысяч населенных пунктов нескольких областей. В их числе Калининская, Калужская и Минская. Премьера фильма пройдет сегодня в столичном кинотеатре «Три пингвина». Вход свободный. В Чебоксары прибыла белорусская ярмарка. Помимо одежды, обуви и сладостей, гости и жители столицы могут там приобрести и дальневосточные деликатесы. На прилавке более 20 видов тихоокеанской рыбы. Нерка, кижуч, белорыбица, палтус, тунец, омуль, корюшка, белуга. Слабосоленая, холодного и горячего копчения. Консервы. Камчатские деликатесы чрезвычайно полезные. В них содержатся магний, кальций, фосфор, витамин D, а также полиненасыщенные жирные кислоты. Все эти микроэлементы помогают работе головного мозга, укрепляют ткани, придают сосудам эластичность. Запастись вкусной рыбкой и икрой можно будет вплоть до 5 марта на верхней парковке Мегамола. Сегодня последний день календарной зимы. И он ожидается, по прогнозам синоптиков, пасмурным. Солнце из облаков будет выглядывать редко, а во второй половине дня возможен небольшой снегопад. Более подробно о том, какая погода ждет жителей Чувашии сегодня, буквально через минуту расскажет моя коллега Алена Артемкина. Не переключайтесь.